Каждый год 13 мая эта аллея превращается в марафон добра. Здесь все что-то продают и покупают, но никто не торгуется, потому что деньги, вырученные сегодня, пойдут на благое дело. В рамках проекта «Твори добро» мы уже рассказывали о сестрах Далаковых, которым необходимо дорогостоящее лечение. Такое скопление людей Макка и Мадина видят редко, и девочки, конечно, не понимают, что все они пришли помочь именно им. Зато их мама такой поддержкой тронута до слез. Так все красиво, уютно, столько гостей, столько выпечек, там, сувениров, ну много чего. И все это для моих девочек, да, вот стараются, вот, чтобы мы поехали на реабилитацию. Мне очень приятно, я очень благодарна. Домашняя выпечка, изделия ручной работы, дизайнерские наряды и многое другое представили участники ярмарки для своих покупателей. Не пропустили возможность принять участие в богоугодном деле и наши коллеги. Корреспондент новостей Ирина Цычоева, находясь в декретном отпуске, увлеклась изделиями ручной работы, которые сегодня тоже представлены на ярмарке. Когда становишься мамой, особенно понимаешь боль родителей, что они чувствуют, когда их ребенок болеет, и поэтому сегодня я не могла сюда не прийти, и мне особенно важно продать эти украшения, все эти вырученные деньги отдать в помощь сестрам Далаковым. Мы все хотим помочь, чтобы эти дети обрели полноценную жизнь, где нет боли, и были счастливы и радовались этой жизни так же, как и другие здоровые дети. Особой популярностью пользуется мехенди – рисунки хной на руках. Такое необычное украшение пришлось по душе женщинам всех возрастов. На рисунку хоть 5-10 минут смотря, от сложности рисунка самого. А так примерно прилично от 50 рублей до 200, 250, 300 по-разному. Для взрослых мы побольше берем, а детей там 50 и 100 рублей только все. У нас краски и разные, и хна, и вот эти вот разные краски. Мне очень приятно помогать людям. Я каждый день готова сюда приходить и помогать. Акция «Кто, если не я» проходит третий год подряд и с каждым годом набирает популярность. К примеру, в этом году ярмарку посетили такие высокие гости, как Юнусбек Кивкуров, Аляхан Тумгоев, Руслан Гагиев и Зелимхан Евлоев. Все они пообщались с участниками акции и внесли свой вклад в общую копилку. В общую кассу тоже дать? Домой, малый. В ящик кидаем, да? Сразу в ящик даже, все по-честному. Все по-честному у вас? Да. Хорошо. Этот праздник добра стоил волонтерам больших усилий, но ребята готовы жертвовать свои силы, время и средства для того, чтобы помочь больным детям. Это такое особенное мероприятие, которого все ждут в течение года, и начали готовиться мы буквально в начале апреля. Очень много всего нужно было успеть. Вчера мы практически ночевали здесь. Действительно, несколько человек ночевали в офисе, потому что работы было много. Я надеюсь, что все останутся довольны. Мы соберем нужную сумму, и девочки вовремя смогут поехать на лечение. С каждым годом организаторы придумывают что-то новое для того, чтобы привлечь больше внимания. На этот раз аллею разделили на две части – для взрослых и для детей. На детской площадке волонтеры подготовили различные развлекательные и развивающие игры. На столах у нас тут раскраска, с пластилином тоже маленькие штучки делаем. Визиборд мы смастерили с группой волонтеров, и как бы, чтобы дети играли, именно маленькие, младшего возраста. Также мячи, обручи, ну, в общем, такое развивающее, развлекающее. За несколько часов на развивающей площадке у детей уже есть первые успехи. Но главное, здесь детей учат милосердию. Это я слепил для девочек, которые болеют. Многие салоны красоты и магазины, которые изъявили желание поучаствовать в акции, делали это на своих местах. Просто пересылали все вырученные средства за этот рабочий день на счет фонда. Зарема Евлоева, Султан Булгучев, Адем Аушев, Новости 24.